Подробно о выставке расскажет директор Ингушского государственного музея краеведения Магомед Сагов. Он сейчас в нашей студии. Магомед Закриевич, Сергей Калшин. Добрый вечер. Приветствую вас в нашей студии. Расскажите, кому принадлежит идея открытия выставки? После неоднократных посещений наш глава Махмуд Али Макшипович Калиматов нам дал такое поручение. Услышал наши истории, наших экспонатов. А экспонаты тоже имеют истории, как и люди, так скажем. Вот это была идея нашего главы, и мы начали рассказывать об истории каждого экспоната музея. Около 500 тысяч экспонатов в нашем музее имеются экспонаты о доблести, трудовой доблести наших городов, наших сел, и как и людей, экспонаты. И мы об этом рассказывали. А сколько из них относится к Назрани? Почему возникла идея рассказать об истории Назрани и его трудовой доблести. Наш город Малгобек – это город воинской славы. И мы всегда говорим, оборона Малгобека и победа Малгобека – это хороший тыл, надежный тыл. И в этом город Назрань выполнял очень серьезную тогда работу и миссию. Дело в том, что в городе Назрань был мельзавод, элеватор, который снабжал весь Южный фронт хлебом, продуктами. И поэтому у нас была такая идея выйти с этой просьбой к главе. Конечно, эта инициатива мгновенно была принята, и он нам дал указание, чтобы мы рассказали о трудовой доблести города Назрань. Дело в том, что после окончания Великой Отечественной войны потом возник на территории города Назрань завод «Инструмент», который снабжал своей продукцией 33 страны мира. Трикотажная фабрика. Воистину город Назрань и Назранский район стал как бы житницей, можно сказать, всего Кавказа, не только Чечено-Ингушетии. Картофель, зерно и животноводство настолько достигло успехов, и что Назрань в первую пятилетку был награжден специальным знаком, звездой, которая вручалась за высокие показатели, за эффективную работу. И этот знак был удостоен Центральным комитетом Коммунистической партии Советского Союза, Советом министров Советского Союза. И город Назрань был удостоен этим высоким знаком. Надо отметить, нам ее передал Пугию Хадрис, который возглавлял одну из аграрных предприятий того времени, советского времени. И он до сих пор хранился у нас в музее. И у нас в музее хранятся очень много музейных ценностей, которые ни посетитель, ни гости республики не видели. Поэтому эта идея у нас возникла, и мы представили жителям республики эти экспонаты. Магомед Закриевич, в октябре Назрань отмечает 243-летие, да? Этому событию какие экспонаты были посвящены на вашей выставке? Мы этой выставке показали, как возникла железная дорога, как был построен первый железнодорожный вокзал, если так сказать, первая железнодорожная станция. И экспонаты, где работал первый начальник железнодорожной станции, кресло, колокол. Эти экспонаты мы представили. Конечно, со дня основания Назрани, это 240-летней давности, история Орцхак Аскала Мальсагова и подкинжальный нож, который ему принадлежал, мы выставили экспозиции. И много других экспонатов, которые являются знаковыми для города Назрань. И мы подтверждаем трудовую доблесть нашего любимого Назрани, города, и будем утверждать, пока мы сможем. Жители Назрани сейчас могут пополнить экспозицию выставки, в том числе какими-то старинными фотографиями, предметами? Уже идет работа по сбору фотографий, архивных материалов. И поэтому мы, пользуясь случаем, благодаря вам, обращаемся к жителям республики, которые возглавляли завод «Инструмент», трикотажную фабрику, тот же самый мельзавод. Эти документы при распаде Советского Союза и Чечено-Ингушетии остались на руках у людей. И я обращаюсь с большой просьбой, чтобы они принесли эти материалы в наш музей.
и ко дню города Назрань, чтобы мы представили их в Музее краеведения. Магомед Закриевич, в дальнейшем другие города и населенные пункты нашей республики, другим городам и населенным пунктам будут посвящены такие выставки? Обязательно мы планируем. Вторая выставка будет посвящена Гамурзиеву. Там тоже корни ингушские очень сильные представлены. И там проводил раскопки 50 лет назад Любимов Василий Викторович. И у нас есть в музее такие экспонаты, которые подтверждают многотысячелетней истории уже города Назрань, который он тогда раскапывал. И эти материалы он передал в 2004 году в наш музей. Обратно приехал 40 лет, спустя 40 лет в наш музей. И благодаря ему эти вот орудия труда, предметы оружия были переданы в наш музей. Магомед Закриевич, на сегодняшней выставке много у вас было посетителей и какие впечатления у них были? Вот надо отметить, что эта выставка была организована уже в эти последние дни. Посетила несколько школ нашей республики и много посетителей. И надо отметить, посетили и даже зарубежные гости. А у нас бывают зарубежные гости, например, с Турции были, даже с Японии были. И в книге отзывов нашего музея они оставили записи, о чем вот они думают о нашей республике. Магомед Закриевич, на этом все. Благодарю вас за интервью. Желаю вам плодотворной работы. Спасибо вам большое.